Франция предложила направить в Восточный Туркестан независимую комиссию для изучения текущего положения уйгуров и других мусульман региона. Выступая в парламенте, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дран призвал сформировать делегацию под руководством Верховного комиссара ООН по правам человека. Отметив, что политика Коммунистической партии Китая в отношении жителей Восточного Туркестана является беззаконием, Ле Дран заявил, что Пекин противоречит универсальным принципам международных договоров по правам человека. Французский министр упомянул содержание уйгуров и других тюрков в лагерях, массовые аресты, принудительный труд, стерилизацию женщин, уничтожение культурного наследия и тотальный контроль населения. В свою очередь, Пекин опроверг заявление Ле Драна и заявил, что правительство Китая не преследует этнические и религиозные меньшинства. Говоря о реакции Китая, французский министр предложил создать независимую делегацию под руководством Мишель Башелет. Поскольку китайские власти отказываются предоставить подробную информацию, то нам необходимо посетить регион и ознакомиться с ситуацией на месте, подчеркнул Ле Дран. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ваном Йи и обсудил с ним вопросы Гонконга и Восточного Туркестана. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Англии, в ходе встречи были рассмотрены двусторонние отношения, вопрос выборов в Законодательный совет Гонконга, который состоится в сентябре, и нарушение прав человека в отношении уйгуров и других тюрков. Рааб озвучил позицию Лондона и отметил, что Англия намерена поддерживать позитивные и конструктивные отношения с Китаем перед лицом насущных проблем. Рааб отметил, что будет следить за выборами в Законодательный совет, которые пройдут в сентябре в Гонконге, и призвал положить конец нарушениям прав человека в отношении уйгуров и других тюрков. Заместитель министра внутренних дел Турции и официальный представитель министерства Исмаил Чатаклы сделал заявление относительно информации о том, что правительство Турции собирается депортировать в Китай 50 тысяч уйгурских беженцев. Прошу наших уйгурских братьев сохранять спокойствие, так как эти утверждения являются полным заблуждением, заявил представитель министерства. В ходе первого рабочего заседания партии Геледжек председатель партии и бывший премьер-министр Ахмед Давутоглу сделал следующее заявление. В прессе появилась информация о том, что 50 тысяч уйгуров будут высланы в Таджикистан, а затем в Китай. Это является предательством. Выдача уйгуров, которые прибыли на эти земли, чтобы укрыться от несправедливости китайских властей, также ранит наши сердца, как передача Сталину братьев-азербайджанцев. В связи с данным вопросом Исмаил Чатаклы опубликовал краткий пост в социальной сети. С момента вторжения в Восточный Туркестан в 1949 году Коммунистическая партия Китая совершила несметное количество преступлений в отношении уйгуров и других тюрков. Яркентские события являются лишь одним примером преступлений китайского режима. 28 июля 2014 года, на 28-й день месяца Рамадан, китайские войска убили более 3000 невинных людей, в том числе женщин и детей в деревне Илишку в городе Яркент. После резни китайцы продолжали жестоко преследовать и убивать жителей деревни. Гонения местного населения продолжаются и сегодня. Несмотря на скудные возможности и одиночество, народ Восточного Туркестана продолжает противостояние китайскому злу. Правительство Новой Зеландии приостановило соглашение об экстрадиции с Гонконгом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. Новозеландские власти решили также пересмотреть ряд действующего законодательства. Теперь экспорт товаров военного и двойного назначения из Новой Зеландии в Гонконг будет производиться на тех же условиях, что и с материковым Китаем. Ранее о приостановке аналогичного соглашения с Гонконгом объявили Великобритания и Австралия. Постановление предусматривает санкции против официальных лиц Китая, ограничивающих свободы граждан административного района.